каждым годом людей, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны, становится все меньше по всей стране. Касается это и воинов-героев Ингушетии. К 75-летию Великой Победы мы хотим напомнить современным ингушам, кому они должны быть благодарны за мирное небо над своими головами. Один из самых прославленных и известных героев Великой Отечественной из Ингушетии – Мурат Ахметович Оздоев. Он родился в 1992 году в селе Назрань. По призыву ЦК ВЛКСМ в 1941 году ушел на фронт. Участвовал в боевых операциях на Брянском и Втором Прибалтийском фронтах. Совершал боевые вылеты в рамках Орловской стратегической наступательной операции, Рижской операции и Сталинградской битвы. Был командиром звена 431-го истребительного авиационного краснознаменного полка 315-й истребительной авиационной Рижской дивизии. За этот период он выполнил 248 боевых вылетов. В воздушных боях сбил 8 самолетов противника. Провел в небе 157 часов 53 минуты. Из них 54 часа 33 минуты в воздушных схватках. 25 января 1944 года над озером Смертным возле железнодорожной станции метро, недалеко от города Новосокольники Псковской области, самолет Оздоева Як-7Б с бортовым номером 24 был сбит огнем зенитной артиллерии противника. Машина, пробив толстый слой льда, ушла на дно озера. Летчик успел спрыгнуть с парашютом, но угодил в скопление горящих вагонов с живой силой и техникой противника. Мурат Ахметович попал в плен. Родные считали его погибшим, поскольку от командования дивизии, в которой он служил, поступило извещение о том, что Мурат Ахметович Оздоев, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб при выполнении боевого задания. Мурат Ахметович побывал в разных концентрационных лагерях в Восточной Пруссии, Судетах, Польше. Не раз бежал, но, к сожалению, неудачно. Освободили летчика 8 мая 1945 года. После того, как советская армия освободила Польшу, Мурат Оздоев вернулся в свой полк и продолжал служить, по-прежнему командуя звеном. 25 января 1946 года был уволен в запас. Младший лейтенант Мурат Ахметович Оздоев награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны второй степени. Много лет спустя, после окончания Великой Отечественной войны, уже в наши дни удостоен звания Героя Российской Федерации. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, присвоить воинское звание Героя Российской Федерации Оздоеву Мурату Ахметовичу, младшему лейтенанту в отставке. Родственники Мурата Ахметовича до сих пор принимают участие в различных памятных и праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Великой Победы. Прямые потомки Оздоева рассказывают о его подвигах, чтобы молодое поколение не забывало настоящих героев – героев Ингушетии. Подвиг Мурата Ахметовича не забыт. В 2017 году в Назрани была открыта мемориальная плита герою. Место для установки памятника подобрано не случайно. Это школа номер 2 города Назрань, в которой учился Мурат Оздоев и которая носит имя этого храброго и самоотверженного человека.